Громкое и опасное дело в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что заденет каждого. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Сотрудники милиции Душанбе задержали двух молодых людей, подозреваемых в оскорблении и избиении двух девочек-подростков. ОМВД города Душанбе сообщила, что 19 декабря на столичной улице имени Мирзо Турсунзаде двое 15-летних девочек подверглись оскорблениям и избиениям со стороны двух незнакомых молодых людей, которым не понравились красные пряди волос и отсутствие платка у девочек. Об инциденте сообщила на своей фейсбуковой страничке мама одной из потерпевших, журналистка Шахноз Камилзода. این بچه ها گفتن که از همون قشر هستن که فکر میکنن که دختر اگر شیم پوشید، دختر اگر موهاش رو باز گذاشت، این یعنی فاحشه است و این فاحشه به جامعه تاثیری بد میرسونه. По ее словам, молодые мужчины начали оскорблять девочек за их внешний вид и отсутствие платка, в то время как они возвращались домой после посиделок с подругами. Они схватили телефон у подруги дочери и, кинув на землю, разбили экран. У моей дочери Мумтоз отняли телефон и сумку, продолжая оскорблять их матом. Когда девочки попытались забрать свои вещи, один из молодых людей повалил подругу Мумтоз на землю, начал бить ее ногами по голове и животу, написала она. Шахноз разочарована тем, что произошло на глазах у прохожих, и никто не пришел девочкам на помощь. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На следующий день после публикации поста на страничке Шахноз Камилзода в Facebook столичная милиция сообщила, что молодые люди, 20-летний Хароматула Курбонов и 27-летний Майруф Насиров задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы. Шахноз Камилзода считает, что нападение на девочек не имеет религиозную подоплеку. Это молодые люди из той категории мужчин, которые всех девушек с непокрытой головой и носящих брюки считают проститутками. Я поговорила с ними и спросила, неужели они считают, что женщина в таджикском обществе должна сидеть дома и заниматься только домашними делами. Я им сказала, что моя дочь носит брюки, но она делает абсолютно всю работу по дому, потому что она живет в 21 веке, сказала Шахноз Камилзода. Я попросила сотрудников милиции вести следствие строго в рамках закона и соблюдать все права задержанных, добавила она. بعد یک مشکلات دیگر هم همین است که به فکر شخصی من در جامعه ما کودک زن حرکت میکنن که از خودشان وابسته باشد دائما همین نفران زن هم کودک هم یعنی نفری که با همین راه شاید که یک مهمیت خود را در زندگی احساس میکنن یک دستاوردی که نداری بعد حرکت میکنی که خود را در یک چیز دیگر نشون دی و پیش از همه در болотар будани худ азан. По словам журналистки, к ней пришли домой родственники задержанных молодых людей и попросили содействия в смягчении наказания. Столичная милиция практически каждый день выставляет на своем официальном сайте фотографии молодых людей и девушек, обвиняя их в развязном поведении и хулиганстве. Некоторые жители считают такие действия одним из путей исправления общества, другие считают это унижением, так как при этом больше страдает не сам виноватый, а его родные, на которых все начинают показывать пальцем. А вы как думаете, правильно ли все это сделано? И какой точки зрения придерживаетесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!